В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Вначале озвучу основные темы уходящего дня. 18-летний студент СФФУ скончался в Якутске после жестокого избиения в общежитии. Узнаем подробности, что привело к трагедии и кто понесет ответственность. Жители столичного 65-го квартала уже несколько лет борются за элементарное удобство в своих дорогих квартирах. Узнаем, почему застройщики не выполняют своих обещаний. Теперь легендарные якутские ножи, изысканные украшения и уникальная посуда доступны по всей России. На Валберес открылась эксклюзивная витрина Якутии. Делегация правительства Татарстана прибыла в республику, чтобы изучить успешный опыт Якутии в развитии родных языков и регионов. Узнаем, чем запомнился визит. Сегодня республика отмечает 132-ю годовщину со дня рождения Платона Аюнского, государственного деятеля. В литературном музее состоялась презентация видеопроекта. В городе Якутске расследуется уголовное дело о смерти 18-летнего юноши. Известно, что 10 ноября студент СФФУ был жестоко избит в одном из студенческих общежитий 1 ноября. По данным Следственного комитета Якутии, медицинское исследование показало, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Первокурсник юридического факультета поступил в больницу с тяжелой травмой. Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, но после смерти студента материалы переданы в Следственный комитет. В настоящее время следователи активно устанавливают все обстоятельства происшедшего, проводят следственные действия с участниками инцидента и отрабатывают различные версии. Осенью этого года рекордные простои нефтеперерабатывающих заводов привели к дефициту бензинового топлива. В результате отгрузки нефтепродуктов задерживается, создавая нехватку на прирельсовых нефтебазах. Саханефтегазбыт с ноября текущего года компания вводит временные ограничения на реализацию бензина на ЭЗС филиалов Нижнебестягской, Томодской и Нагорнинской нефтебаз. Отныне одно транспортное средство сможет приобрести не более 10 литров топлива за наличный или безналичный расчет. Эти вынужденные меры будут действовать до нормализации топливного баланса. Важно отметить, что ограничения не распространяются на предприятия жизнеобеспечения и системообразующие предприятия районов. Представьте, вы покупаете квартиру в новом ЖК за кругленькую сумму, уже вкушаете, какими комфортными и красивыми будет ваше гнездышко. Такая простая мечта жителей столичного 65-го квартала разбилась о суровую якутскую реальность. Уже несколько лет они не могут добиться базовых инфраструктурных удобств. В проблеме разбиралась Эржен Гармаева. У нашей столицы есть амбиции стать лучшим городом на вечной мерзлоте. И Якутск медленно, но верно к этой цели движется. Понемногу старый деревянный фонд заменяют симпатичные многоэтажки. И строители города рапортуют. С начала этого года в республике ввели 600 тысяч метров жилья. Правда, прикрывшись громкими лозунгами, думает ли кто-то, что же будет после сдачи домов. И вот они, жертвы. Жителям 65-го квартала приходится бороться с плодами труда не самого талантливого проектировщика. Инфраструктура, да. Сейчас, наверное, вы проехали по грунтовой дороге разбитой, которая летом вообще, значит, в грязи утопает. И вот для пешеходов вообще не продуман проход. Пешеходы должны идти только по той дороге, да. И вот жители сами вот сделали проход здесь для того, чтобы выйти на улицу Красильникова. Возникает резонный вопрос, зачем делать допотопный лаз? Все дело в том, что каждая новостройка здесь обнесена забором. И чтобы выйти на главные улицы района, Красильникова и проспект Михаила Николаева, где располагаются и магазины, и соцобъекты, есть две опции. Или дать большого круга, или пролаза через заборы. Третьего цивилизованного варианта не дано. Ну, допустим, мы преодолели дыру, которая ведет на Красильникова. Дальше нас ждет удручающая картина. Единственный фонарь и не внушающие доверия гаражи. Это же проблема и для пожарных машин, и для скорой помощи. Совершенно непродуманная, значит, архитектура. Вообще удивляет
работает ли у нас архитектура вообще в целом в городе. А это короткая дорога до проспекта Михаила Николаева, а значит и до 39-й школы, где учатся большинство детей. Но и тут благоустроенностью не пахнет. Она пролегает через территорию, которая де-юре принадлежит АГАТУ. Поэтому-то и нельзя приспособить ее для пешеходной зоны. А де-факто это пустырь с хламом. Посмотрим на альтернативную длинную дорогу. И снова никаких тротуаров. Идем прямо по проезжей части. Выбора не остается. Ну и на этом, казалось бы, более безопасном пути препятствий не меньше. Но для того, чтобы пройти по альтернативным народным тропинкам, нужно обладать недюжинными акробатическими умениями. А теперь представьте, что идете не вы, а ваш ребенок. На улице темно и минус 50. Вот тогда уже становится не до шуток. Ваши дети учатся в 39-й школе. Как Да. они проходят? Ну, повсюду проходит. Через гаражи там. Ну, темно тут еще. Света нету. Опасно, конечно. Жители квартала говорят о своем заточении в заборах не в первый раз. Об этой проблеме наш телеканал рассказывал еще в прошлом году. Тогда власти и жители нашли компромисс – участие в программе поддержки местных инициатив. Но, увы, проект в конкурсе не выиграл, руководитель управы сменился, а ВОС и ныне там. В этом году жители квартала вновь попытали удачу и подали заявку. Но, учитывая активную точечную застройку столицы, не наступят ли на те же грабли другие горожане? С этим вопросом наша редакция уже обратилась в администрацию Якутска. Мы вернемся к освещению вопроса после ответа мэрии. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. В Ленском районе продолжается программа социальной газификации, в рамках которой в этом году планируется подключить к газу 70 домовладений, в основном в городском частном секторе. На сегодняшний день голубое топливо подведено к 49 домам, а к концу года работы будут завершены еще для 20. Помимо этого оказывается адресная материальная помощь в размере до 150 тысяч рублей семьям участников СВО, одиноко проживающим пенсионерам, малоимущим гражданам и многодетным семьям. На эти цели было выделено 2 миллиона рублей, и помощь уже получили 12 человек. Также продолжается газификация населенных пунктов Ленского района, включая Салдыкёльский и Бичинчинский наслеги. По Бичинчинскому наслегу нами была определена ресурсно-снабжающая организация, которая будет поставлять тепловую энергию потребителям. В настоящее время котельная в селе Бичинча установлена. Значит, подано заявление в Сахатранснефтегаз на техническое присоединение. Но работа продолжается. По Салдыкельскому, по Бичинчинскому наслегах у нас там есть муниципальное жилье, поэтому работу проводит администрация по подключению объектов по муниципальному жилью. Ну и жители достаточно активно хотят газифицироваться и подключиться к газу. Научная общественность Якутии справляет двойной праздник. В эти дни отмечают юбилей Института физико-технических проблем Севера, а также 120-летие со дня рождения выдающегося ученого Николая Черского. Этим датам был посвящен 12-й Евразийский симпозиум. Какие темы были затронуты, расскажет Вероника Таюрская. Вот уже на протяжении 55 лет Якутский институт физико-технических проблем Севера имени академика Ларионова – флагман на Дальнем Востоке в области инженерных разработок. Николай Васильевич Черский оказал огромное влияние на наш институт. Фактически он был одним из основателей его. В первые годы в институте работало всего лишь 100 научных сотрудников, и из них было 2 доктора наук, 11 кандидатов наук. Выдающийся ученый, известный своими разработками в сфере горного дела, Николай Черский был одним из первых его директоров. Под его руководством институт начал выполнять задачи по исследованию новых материалов в суровых климатических условиях. Институт физико-технических проблем Севера – один из немногих институтов республики, который и в принципе замысливался Черским как именно прикладной институт. Институт, который создавал технологии для развития родной республики. Юбилей Института физико-технических проблем Севера совпал с проведением 12-го Евразийского симпозиума, цель которого – обсуждение проблем прочности и ресурсов на Севере. Конференция собрала свыше 100 участников из регионов России.
В течение нескольких дней своими наработками и результатами будут делиться ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и других. Энергетика северных территорий – особенно важное направление для нашей страны. Мы должны обеспечивать здесь стабильность работы всех структур, промышленности, комфортное проживание жителей. Поэтому энергетические вопросы являются крайне важными. Работа конференции будет вестись по 7 направлениям. Внимание уделят вопросам надежности и безопасной эксплуатации сложных технических систем, материаловедения, технологий получения полимерных композиционных материалов функционального назначения. Технологии, которые мы вместе разрабатываем, они сегодня очень востребованы, потому что Арктика сегодня развивается крупными шагами. Это территория, которая должна решить очень многие вызовы, которые стоят перед нами. Эти вызовы, конечно, в основном носят технологические, технические характеристики. В десятилетие науки Якутия уделяет большое внимание ее развитию. На прошлой неделе между правительством республики и Российским научным фондом было подписано соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере социально-экономического развития региона. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Якутские ножи, посуда, ювелирные изделия и другие товары наших производителей теперь доступны жителям регионов России по одному клику. На крупнейшей онлайн-платформе Валбери заработала собственная витрина Республики Саха-Якутия. Она запущена в разделе «Сделано в России». Кто и как может туда попасть, узнавала Айсен Бурнашова. «Сделано в России» – спецраздел, где представлены товары из 74 регионов страны. Его главная идея – поддержать локальные бренды, сделать их более заметными, собрав в едином разделе. Так покупателям со всей страны легче и быстрее найти товар, произведенный в том или ином регионе. Эти товары, они представлены в общем каталоге, безусловно, но вот также помещены в отдельный раздел, где вот будут только они, то есть там поменьше конкуренция, вот, и возможность быть более видимым для пользователя. И размещение на этой витрине, оно абсолютно бесплатное, оно не требует никаких там дополнительных вложений. Это вот одна такая из наших мер поддержки нашего российского производителя. Якутская витрина заработала в конце октября. Любой якутский производитель, зарегистрированный на маркетплейсе, может подать заявку на вступление в спецраздел через портал продавца, самостоятельно или через центры «Мой бизнес». Главный критерий – товары должны быть оригинальными и произведены в Якутии. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней. Заходим в приложение, раздел «Сделано в России», выбираем витрину Якутии. Найти ее, кстати, не составит труда. На вкладке нарисован герб республики. Кликаем и видим весь якутский каталог. Сейчас в основном представлены ювелирные изделия, но ассортимент будет расти. Конечно, понятное дело, мы там скоропорт не сможем там, из Якутии доставлять в Москву, но, например, продукты питания, которые не требуют специальных условий хранения, которые долго хранятся, это вообще, пожалуйста, мед, чай, там, какие-то конфеты, сладости, пастила. То, что в Якутии сейчас там, в основном ювелирка, это временное явление, потому что витрина сама недавно только сформировалась, она только продолжает наполняться. Создание якутской витрины в разделе «Сделано в России» стало результатом соглашения о сотрудничестве, подписанного в этом году на Восточном экономическом форуме. Поздравляем подписантов с подписанием соглашения. Также Wildberries планирует построить современный складской комплекс в Якутии. Проект предполагает инвестиции в размере 1,8 миллиардов рублей и создание 900 рабочих мест. Логистический центр площадью более 30 тысяч квадратных метров станет важным элементом развития инфраструктуры региона. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
В парламенте Якутии состоялась официальная встреча между делегациями Государственного собрания «Илтумен» под председательством Алексея Еремеева и Государственного совета Республики Татарстан. Стороны обсудили актуальные вопросы законодательного обеспечения социально-экономического развития своих регионов и пути дальнейшего укрепления сотрудничества между законодательными собраниями. Основная цель такого взаимодействия – согласование и взаимная поддержка законодательных инициатив, направляемых на рассмотрение в Федеральное собрание России. В качестве примера успешного сотрудничества была отмечена выработка единого подхода в правовом регулировании местного самоуправления, что позволило сохранить двухуровневую модель, основываясь на значительном опыте и единой позиции обеих республик. Я думаю, что это будут очень полезные встречи, полезный обмен опытом, потому что мы имеем схожие проблемы для сохранения наших традиционной культуры, для сохранения наших родных языков. И то, что законодатели и исполнительная власть совместно приехали и работают в нашей республике, это очень отрадно. Мы сделаем все возможное, чтобы все лучшее передать Республике Татарстан и перенять от них, чтобы их лучший опыт для того, чтобы для внедрения в нашей республике. Кроме того, делегация Татарстана в рамках своего визита посетила множество образовательных, социальных и государственных объектов, связанных с распространением якутского языка. Что стало главной темой поездки, узнаете в следующем материале. Детский сад «Тестиль», как из наиболее образцовых, был выбран первой локацией посещения. Созданный еще в далеком 1962 году, он одним из первых обучает городских детей только на родном языке. Сейчас детский сад уже как 10 лет работает в новом здании, где все от окружения до учебников и надписей выполнены в национальном стиле и переведены на якутский язык. Сейчас в его стенах обучаются более 400 малышей. Проводится большая работа по сохранению родного языка. Это наши программы образовательные, социальная программа «Якутия. Мой край родной», которая разработана на основе программы «Эркяи-Эргире» и на концепции обучения и воспитания на родном языке по Республике Саха-Якутия. Также наша проектная деятельность по игротеке, национальной игротеке для детей вызвала очень большой интерес. Прекрасный детский садик, который здесь они сделали национальный, где разработаны уникальные собственные программы для обучения детей национальному языку. И, безусловно, это представляет огромный интерес, потому что проблемы у нас одни, национальные вопросы у нас одни, а решать их придется сообща. Помимо этого, они ознакомились с работой национальной вещательной компании «Саха», которая транслирует телерадиопередачи и новости на 2 языках. Им также представили работы студии «Току», которая производит якутские мультфильмы. Общее количество вышедших серий за 4 года уже составляет более 120. Наш генеральный директор приятно удивлен и очень многому надо учиться, тем более для детей здесь очень сотни программ здесь создаются. Дальше, продолжая, именно изучая опыт работы, особенно телекомпании ваши, наш генеральный директор еще внесет определенное предложение, чтобы именно у нас такого тоже иметь. Тем более здесь очень высокий рейтинг и очень хорошие показатели, и населением очень востребовано. Гости также встретились с Союзом писателей Якутии и коллективом Национального книжного издательства «Аяр», которые тесно сотрудничают с коллегами из Татарстана и переводят литературу уже больше 10 лет. Мы обменивались делегациями в эти годы, и они у нас были на фестивале «Благодать большого снега», и мы к ним тоже ездили на книжные ярмарки, на выставки. И я думаю, что эта дружба продолжится, и сегодня пойдет обмен мнением о том, как сохранить наши родные языки. Делегация Татарстана планирует еще изучить якутский кинематограф, который за последние годы значительно вырос, а фильмы смотрят далеко за границами региона. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Якутске открылся 4-й республиканский этномедиафорум, собравший около 100 участников. Журналисты, а также представители школьных и студенческих медиацентров собрались в Доме дружбы народов, чтобы обсудить эффективные способы освещения культурного многообразия народов России с помощью современных медиа. Подробности в сюжете Лилии Бурцевой.
Всегда быть в курсе событий и идти в ногу со временем – вот главный принцип медийщиков. Этномедиафорум предлагает уникальную возможность погрузиться в мир медиапроизводства, где каждая идея и каждое слово имеют значение. Здесь участники не просто учатся создавать контент, они открывают двери в сердца и умы людей, отражая богатство культуры и традиции разных народов. Мы стараемся на форуме обучить тех, которые ведут свои социальные сети, чтобы научить их продвигать, совершенствовать свой контент и делать его лучше, качественнее, интереснее. О создании контент-стратегий, пользовании нейросетями и многом другом расскажут ведущие эксперты в области медиакоммуникаций. Приглашенные спикеры из Перми и Москвы, блогер Валентина Осокина и представитель социальной сети ВКонтакте Николай Афиногенов. Во-первых, будем обсуждать, как развивать сообщество ВКонтакте, как его продвигать, как делать контент, который кому-нибудь нужен и который все ждут. И чуть-чуть затронем тему нейросетей, тоже научимся ими пользоваться в создании контента. Участие в форуме – это хорошая возможность для специалистов и молодежи окунуться в мир вдохновения и творчества. Здесь каждый может перенять лучшие практики, получить новые знания, которые зажгут искру креативности и помогут создать уникальный контент. От этномедиафорума я ожидаю новых впечатлений, набраться много опыта, и мы уже начинаем, и как будто бы очень увлекательно, и мне уже нравится. Вот. Все очень заряженное. Как показывает практика, именно на таких площадках зарождаются уникальные проекты, которые способны объединить культуры и донести до широкой аудитории богатство традиций народов нашей страны. Лилия Бурцева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутии продолжается осенний марафон по прохождению диспансеризации. В рамках профилактической акции, инициированной Министерством здравоохранения республики, жители могут сдать анализы и пройти обследование. К марафону здоровья и благополучия присоединился Алданский район. Продолжение темы в нашем сюжете. Выявить заболевания на ранних стадиях, которые пока не дали о себе знать, диагностировать пограничное состояние, когда организм находится на грани болезни, а также определить факторы риска позволяет диспансеризация. Комплексное обследование включает клинические анализы крови, инструментальную диагностику и консультации специалистов. Врачи напоминают, с 18 лет медосмотр с профилактической целью каждый гражданин должен проходить ежегодно. Сейчас большое внимание уделяется именно профилактике здоровья населения. То есть лучше предупредить заболевания, чем потом лечить последствия хронических заболеваний или их осложнений. Ежегодной диспансеризацией охватываются все категории населения. На исходе сентября в Якутии стартовал осенний марафон по прохождению диспансеризации. В рамках этой акции в поликлиниках Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха жители могут сдать анализы и пройти обследование не только в будние дни, но и по субботам. Также бригады регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты. Осмотры сотрудников проводятся и на предприятиях по договоренности с руководством. Практикуем выездные осмотры, проводим это диспансеризацию на рабочем месте, это проведение диспансеризации взрослого населения, это углубленная диспансеризация и диспансерное наблюдение на рабочем месте. Согласно статистике, в России в 70% случаев причинами смерти среди взрослого населения становятся неинфекционные хронические патологии. Это в первую очередь злокачественные новообразования, болезни легких и желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания. К наиболее грозным относятся инфаркт миокарда и инсульт. Хотелось бы сказать, чтобы для профилактики таких сосудистых катастроф регулярно проводилась диспансеризация, чтобы люди ходили в больницу, чтобы люди были сами заинтересованы, пока есть время, пока не стукнула катастрофа. Потому что на ранних этапах можно минимизировать риски и предотвратить дальнейшую какую-то сосудистую патологию. Специалисты Алданской ЦРБ отмечают, что огромное количество серьезных заболеваний на ранних стадиях обнаруживается как раз при прохождении диспансеризации. При своевременно принятых мерах пациент имеет все шансы на полное выздоровление. Обследования в рамках диспансеризации и профилактических медосмотров при наличии страхового медицинского полиса выполняются бесплатно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мирнинский район стал флагманом в подготовке специалистов будущего. Первые 16 жителей успешно завершили обучение по профессии оператора беспилотных авиационных систем и вскоре получат свидетельство государственного образца. Подробности об этом далее.
Инновационный проект по обучению на оператора беспилотных авиационных систем реализуется в рамках национального проекта «Кадры», что позволило слушателям пройти обучение абсолютно бесплатно, получив востребованную и перспективную профессию. Одну неделю мы занимались на симуляторах, изучали конструкцию самого дрона, как она будет себя вести в естественных условиях. А дальше уже 2 недели уже мы обучались, летали на настоящих дронах. Курс, организованный при поддержке Центра занятости населения города Мирный, длился 3 недели. За это время участники освоили техническое обслуживание беспилотников и, самое главное, научились управлять полетом одного или нескольких воздушных судов. То, что это без отрыва от работы, и, конечно, это хорошо в свободное время потратить часа полтора. Ну и там тоже самих курсов недостаточно будет, надо будет еще много самообучением заниматься. Это как, наверное, и везде. Без этого никуда не вырасти. По итогам интенсивного обучения и успешной сдачи квалификационных экзаменов каждый выпускник получит свидетельство государственного образца, подтверждающее квалификацию оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. В основном обучающиеся думали, что летать на дронах очень легко, как на коммерческих дронах, которые на DJI, но у нас обучаем именно по FPV-дронам. Основное отличие от коммерческих дронов – это приходится самим управлять, самим держать вот эту стабилизацию. Успешный старт программы подготовки операторов БПЛА свидетельствует о высоком интересе к новым технологиям и стремлении жителей Мирнинского района осваивать перспективные направления. Центр БПЛА планирует продолжить обучение. Это отличная возможность получить современную и востребованную профессию бесплатно, благодаря поддержке государства и национальному проекту «Кадры». Анна Васильева, Мирный. Сегодня республика отмечает 132-ю годовщину со дня рождения Платона Аюнского, государственного деятеля, основоположника якутской советской литературы и одного из создателей якутской письменности. В литературном музее состоялась презентация видеопроекта «Пути великих свершений», посвященного жизни и творческому наследию Платона Аюнского. В этот же день прошла церемония вручения именитых стипендий студентам-землякам Аюнского. Ежегодно 10 лучших студентов получают эту поощрительную стипендию за успехи в учебе и активную общественную деятельность. Видеопрезентация основана на воспоминаниях Платона Алексеевича «Аспыт күндерін жыллар». Это вот в 20-х годах прошлого века. Имеет очень большую историческую значимость, и мы очень ценим именно вот эту видеопрезентацию, потому что там задействованы почти ведущие наши артисты, в основном Сахакадемического театра. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.